В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы к этому часу. В Якутии идет досрочное голосование в труднодоступных местах. Восстановительные работы в селе Бяськёль идут по графику. Глава республики Айсен Николаев посетил горный район. ГИБДД начала второй этап профилактического мероприятия «Внимание, дети» в республике. Перейдем к эпидобстановке в республике. 146 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено за сутки. В Якутске 82 заболевших, в Мирнинском районе 9, в Амгинском и Чурапчинском по 6, в Намском и Алекминском районах по 5 инфицированных, в Вилюйском, Ленском и Мегино-Кангаласском по 4, в Нерюнгринском и Сунтарском районах по 3 случая. В Алданском, Верхневилюйском, Усть-Алданском и Хангаласском районах по 2 и по 1 в Алайховском, Верхнеколымском, Верхоянском, Горном, Среднеколымском, Усть-Майском и Устьянском районах. За сутки лабораториями республики проведено 1142 исследования. На текущий момент в Нерюнгринском районе отмечается достаточно напряженная эпидемиологическая ситуация по респираторным инфекциям в целом, включая коронавирусную инфекцию. Эпидпороги превышены на 30%. Более подробно об этом нам готова рассказать наш корреспондент из Нерюнгри Ирина Кичигина. Она на прямой связи со студией. Ирина, приветствую, вам слово. Здравствуй, Кристина. Несколько недель подряд заболеваемость коронавирусной инфекцией в Нерюнгри не снижается и остается на довольно высоком уровне. За неделю регистрируется около 100 лабораторно подтвержденных первичных случаев. Почему же так происходит, нам расскажет главный санитарный врач по Нерюнгринскому району Сергей Воробьев. Сергей Александрович, здравствуйте. Ну, скажите, вроде и какие-то ограничительные меры остаются, и мы соблюдаем масочный режим. Почему же все-таки не удается сформировать вот эту необходимую иммунную прослойку? Добрый день. Здесь играют немаловажную роль несколько факторов. В первую очередь необходимо отметить такой фактор, как фактор миграции, когда граждане, которые посещают другие регионы страны, другие страны, они завозят сюда новые штаммы, которые являются более агрессивными, вирулентными и вызывают более серьезные заболевания, нежели это было первично, когда вирус только появился на территории нашей страны. Сейчас начинают болеть, в том числе и дети. Если раньше мы знали, что, в общем-то, дети не были подвержены в особенности серьезным заболеваниям, то сейчас заболеваемость среди детей она значительно увеличилась, причем начинают появляться более серьезные формы, такие как пневмония. Это один элемент. И второй элемент – это, конечно, усталость людей. То есть люди начинают уставать, и серьезно меры профилактики, конечно, далеко не везде соблюдают. Масочный режим во многих местах нарушается, к сожалению, и те меры, которые применяются по профилактике, неспецифические меры, они не дают достаточного результата для того, чтобы снизить уровень заболеваемости на территории района. Ну и как дополнительный фактор, а, наверное, даже как самое основное, это то, что у нас все-таки еще недостаточный уровень охвата населения, вакцинации против коронавирусной инфекции. На текущий момент из положенных, как говорится, контрольных параметров 35 тысяч взрослого населения, которые должны быть привиты на территории нашего района, всего привито около 24 тысяч человек взрослого населения, что, конечно, недостаточно для того, чтобы сформировать достаточную иммунную прослойку и обеспечить снижение уровня заболеваемости и уровня распространенности данной инфекции среди населения района. Поэтому сейчас необходимо приложить все усилия для того, чтобы, во-первых, обеспечить охват необходимого количества населения вакцинацией, то есть создать ту минимальную иммунную прослойку, которая бы позволила нам снизить заболеваемость. Ну и плюс продолжать все те неспецифические меры профилактики, которые также повлекут за собой снижение роста заболеваемости и ее распространения. Спасибо, Сергей. Хочется напомнить, что вакцинирование – это единственный действенный метод профилактики коронавирусной инфекции. Обезопасить себя и своих близких вы можете только вакцинировавшись. Кристина. Спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией из Нерюнгри была наш корреспондент Ирина Кичигина. А мы продолжаем.
Началось досрочное голосование в труднодоступных местностях Момского района. В первый день на территории Индигирского национального наследия охвачены авиацией местности Чабыгаллах, Беркичех и Кынырайдах, где проголосовало 13 избирателей. За ходом следили наблюдатели от зарегистрировавших списки кандидатов на выборы в Госдуму Российской Федерации политпартий. Одновременно с выборами в Госдуму проходят дополнительные выборы депутата Госсобрания Республики по одномандатному Колымо-Индигирскому избирательному округу номер 34. Сегодня и завтра досрочное голосование будет проходить для избирателей, находящихся в 6 труднодоступных участках Улахан-Чистайского национального наследия. Всего за период досрочного голосования проголосуют 725 человек в 41 точке республики. Восстановительные работы в пострадавшем от пожара селе Бяскюэль протекают в штатном режиме. Глава республики Айсен Николаев посетил горный район и ознакомился с ситуацией по строительству. О возводимых объектах, кормозаготовки и поддержке жителей села расскажет Марферина Алексеева. Буквально 2 недели назад на месте пожара была лишь расчищенная территория. Сегодня заложен фундамент для всех планируемых построек. И мы уже можем рассмотреть планировку первого дома. Все они будут изготовлены из 8-слойных цельных деревянных панелей, древесина, сосна. Наружную часть зданий дополнительно покроют 10-сантиметровым утеплителем и профлистом. Внутренние стены отделают вагонкой. Планировкой предусмотрен отдельный санузел, ванная комната и просторная котельная. Площадь жилья от 50 до 140 квадратных метров. Дома изготавливаются под ключ, будут полностью благоустроены. Здесь даже проведут оптоволоконный интернет. Восстановительные работы идут строго по графику. Мы сегодня видим, что сваи по всем 34 домам сегодня будут уже завершены. Нулевой цикл по большинству домов уже начался. Сегодня изготовлено уже 18 домокомплектов из 34. На территории, как мы видим, уже практически по многим из них уже началась сборка домокомплектов. В целом хочу подчеркнуть, что у нас здесь работает 10 подрядчиков на непосредственно объектах строительства жилья и восстановления крупного животноводческого комплекса. Всего планируется воздвигнуть 10 сельскохозяйственных объектов. Сейчас построен 24-местный коровник для семьи Федоровых и строится их дом. Дом населился в 2013-м. В 2010-м построил, потом внутренняя отделка, все такое в 2013-м новоселье справил. А хатон в 2016. Ну вот в коровнике это предприятие Якутский исход помогли. Они днем и ночью работали и так быстро закончили. Поэтому. Заложен фундамент на 120-местный животноводческий комплекс. Планируется поставка 9 голов рогатого скота в село. А также на этой неделе начнется завоз недостающего сена. Здесь сгорело 120 тонн сена. Сейчас по факту имеем где-то 440 тонн сена. Не хватает 1025 тонн. Мы этот объем планируем привезти в Великую группу улусов. Идут не только постройки. Жителям села помогают добровольцы Общественного народного фронта «Молодежки». Вот уже на протяжении 10 дней около 100 волонтеров оказывают населению юридическую, медицинскую, психологическую помощь. Исходя из того, что мы с Республики Татарстан, у нас, как и у вас, тюркоязычная группа разговора. И когда мы начинаем разговаривать, и местные жители, скорее всего, даже не задумываясь, переключаются на свой национальный родной язык, мы их начинаем понимать. Сарафанное радио играет на нашу сторону, начинает приходить адресная помощь, говорит, что а вы можете мне тогда также помочь? Потому что в любом случае мы гости. 15 октября в селе Бяскюэль планируется сдача и ввод в эксплуатацию всех новых объектов. Марферина Алексеева, Владимир Павлов, Горный район. На сегодняшний день в республике скошено более 350 тысяч гектаров земли и заготовлено более 349 тысяч тонн сена. Это от общего плана 76%. Помимо этого заготовлено силоса около 14 тысяч тонн, а сенажа около 5 тысяч. Имеются предварительные договоры намерений с Амурской областью на приобретение сена в объеме более 15 тысяч тонн. С Забайкальским краем на 5 тысяч тонн и с Магаданской областью на более 2000 тонн. Кроме того, мобильные бригады Якутии нынче работают в Амурской области, где заготовлено 1000 тонн сена, при общем плане 2400 тонн.
Правительством республики буквально на днях было принято решение о выделении в первоочередном порядке 56 миллионов рублей на неотложные меры по зимовке скота. Сегодня мы ждем заявок от муниципальных образований по первоочередным направлениям перевозки сена. И как будут заявки, мы буквально на завтрашний день направим ведомство муниципального образования. Военная прокуратура Якутского гарнизона приняла участие в месячнике сплочения воинских коллективов. С 24 по 29 августа сотрудники посетили воинские части, дислоцированные на территории республики. Они выступили с лекциями и индивидуально побеседовали с военнослужащими, допустившими нарушение дисциплины. Также военнослужащие и члены их семей на личном приеме у военных прокуроров получили ответы на широкий спектр вопросов правового характера. В эти минуты в Якутске проходят всероссийские учения по обеспечению безопасности в Арктике. Мероприятие длится 2 дня с 7 по 8 сентября. Подробности расскажет наш корреспондент Саргылана Неустроева. Она с нами на прямой связи. Саргылана, приветствую. Расскажи, что интересного проходит сейчас на учениях. Приветствую, Кристина. Сейчас мы находимся на территории музея «Россия. Моя история», где и проходят учения МЧС «Безопасная Арктика-2021». Надо сказать, что программа мероприятий в рамках учений довольно обширная и предполагает участие не только самих спасателей, но и всех ведомств, которые работают по предотвращению чрезвычайных ситуаций у нас в республике. В том числе и ученые. Сегодня в рамках учений проходят научные форумы. Участие принимает и наш Институт мерзлотоведения. Также в учениях принял участие глава республики Айсен Николаев. Ну, надо сказать, что по словам Павла Гарина, начальника Главного управления МЧС России по республике, вот это вот взаимодействие с учеными, она как раз способствует дальнейшему улучшению работы по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Об этом нам сообщил начальник Главного управления МЧС России по республике. Предлагаю послушать. Вовлечены также все научное сообщество, научно-исследовательские институты, Сибирское отделение Российской академии наук также принимает участие. В этих мероприятиях будет проводиться изучение арктической территории, изучение грунтов, изучение влияние атмосферы на территории республики. Также в рамках данных учений привлечено более 40 докладчиков по различным научным тематикам. Но это что касается самой сути учений. Ну а мы уже потихоньку поменяли локацию. Как вы можете видеть, здесь, на территории музея «Россия. Моя история», представлен настоящий технопарк МЧС и остальных служб. Например, вот пожарные машины стоят за моей спиной. Любой желающий может пройти внутрь, узнать, что там в кабине и как вообще работает спецтехника. Кроме того, представлена техника и наших якутских производителей. Это, например, снегоболотоходы «Сокол». Подробнее об этой технике необычной вы сможете узнать в дальнейших выпусках новостей в моем материале. Ну а кроме того, также можно сказать, что здесь представлена не только техника, но и различное специальное оборудование. Вот, например, стоит палатка специальная, в которой в случае возникновения какого-то чрезвычайного происшествия можно будет дислоцировать здесь пострадавших людей. Палатка полностью утепленная, как вы видите, и соответствует техническим нормам и требованиям современного века. Сама выставка будет проходить 2 дня, сегодня и завтра. Подойти может любой желающий, ознакомиться абсолютно бесплатно. Кроме того, какая-то выставка проходит и внутри самого здания. Но самая интересная часть, конечно же, представлена здесь, на территории музея. Ну а к этому часу у меня все. Кристина. Саргылана, спасибо за интересную информацию. На прямой связи со студией была моя коллега Саргылана Неустроева. В
В целях обеспечения безопасности детей на дорогах инспекторы ГИБДД города Якутска проводят профилактическую работу. Сегодня в Центре глобального обучения у учащихся 1 Б-класса состоялось внеклассное мероприятие. Инспекторы рассказали школьникам о правилах дорожного движения и раздали памятки. Лекция заинтересовала первоклашек, некоторые четко и верно отвечали на вопросы. Но, как показывает практика, дорожно-транспортные происшествия с участием детей, к сожалению, не уменьшаются. С начала года зарегистрировано более 50 ДТП, где несовершеннолетние получили различные травмы. Поэтому профилактическую работу инспекторы ГИБДД проводят и с водителями. За все лето у нас очень много травм дети получили именно в дворовых территориях. Это когда водители не убеждаются, подают маневры задний ход, да? Или сами дети выбегают из стоящих машин, из детских площадок резко выбегают, из подъезда резко выбегают. Вот, поэтому с водителями работа ведется вот такая вот. Плюс к этому с 1 сентября инспектора во всех школах выступили, то есть довели до родителей, напомнили детям соблюдение правил дорожного движения. И сейчас эта работа будет продолжаться, то есть каждый инспектор закреплен за каждой школой. И ежемесячно мы ходим в школы, работаем с детьми. В селе Актемцы Ханкаласского улуса Якутии завершается строительство здания школы-сада. Первую сваю заложили в 2019 году. Его возведение стало возможным благодаря нацпроекту образования. Здание общей площадью более 5000 квадратных метров отвечает всем современным образовательным стандартам. Сегодня работы практически завершены. Школа рассчитана на 220 учеников, а прилегающий к нему детский сад на 100 мест. В новом здании школа также продолжит свое обучение по агропрофилированному направлению. К слову, именно в этой школе с 2012 года учителя с детьми занимаются коневодством и пчеловодством, имея более 40 резидентов по всей Якутии. И вы видите, насколько это с любовью построена данная школа. И эта школа отвечает, я думаю, всем современным требованиям современной школы. Хотела сказать, что эмблему школы тоже нам разработали новую, и наши ребята, посмотрев эту эмблему, сами, значит, решили, что школьная форма у нас тоже должна быть другой, и полностью дизайн школьной формы сделали они сами отработали с родителями, с нами, и мы все согласились и утвердили данную школьную форму. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире.